Уважаемые телезрители, в рамках популяризации нашей инициативной группы в поддержку увековечивания памяти и восстановления доброго имени жертв политических репрессий на территории Мордовии мы сегодня поговорим о том, как можно развить сферу культуры, национальной политики и архивного дела у нас в Республике Мордовия. И в этом нам поможет писатель, автор тематического словаря рязанского языка, основатель фонда спасения рязанского языка, один из создателей национального движения Мастарава и бывший редактор общественной газеты «Эрзень Мастер» Евгений Владимирович Четвергов. Но вначале, Евгений Владимирович, расскажите, пожалуйста, что вы нового узнали о двух репрессированных наших выдающихся гениях, о Анатолии Павловиче Рябове и Маркелове Михаиле Тимофеевиче. Вот эту книжицу мы издавали в 1994 году. Это несколько статей сюда вошло, в том числе и статья Василия Сергеевича Брыжинского. Статья знакома, книжица знакома, но вот через столько лет открыл и снова я прочитал статью Василия Сергеевича Брыжинского. В нем рассказывается довольно подробно о жизни Анатолия Павловича Рябова в Марьиной роще в Москве. Это точка такая географическая, многим известна, что там было, как было. И вот там открывается творческое начало Анатолия Павловича Рябова. Он создатель театра, создатель клуба, Мордовской тогда называли, и создатель хора. Он сам хорошо пел и собирал хор большой. Записывали на радио этот хор, потом их буквально заваливали письмами благодарности от слушателей. Тогда же не было ни телевидения, ни интернета, поэтому радио это было все. Ну вот, там он работал, он работал это на общественных началах, а так-то он был в секции бюро национальных меньшинств. Там работал консультантом, советником, кем-то так. Вот. Ну, а это все самодеятельность была. Ну вот это я узнал и вот задумался, как было и как теперь. Там буквально голод-холод. Преступления были в Марьиной роще. Это считался район такой неблагополучный. И в то же время культура развивалась. Пели песни, ставили драматические произведения. И как автору посещали этот театр, который он создавал, известные наши писатели Артур Муро, Чесноков и другие. Вот, ну вот, и теперь что? Теперь у нас совсем по-другому, картина совершенно иная. Нет этого бурления, творческого бурления, нет. Все как-то притихло, заглохло и нет. А кроме того, это все-таки была гражданский, ну как подвиг, что ли, сказать. А помимо государства, самостоятельно, сами, по инициативе. Теперь этого нет, теперь все у государства. И все, что можно, что нельзя, и просим помочь у государства. Тогда этого не было. Ну вот в 30-е годы потом образовалась Мордовская республика, область это называлась. Его перевели в Саранск, и началась его жизнь уже в другой сфере, в других условиях. Вот и все, коротко. Вот. Ну, еще я вспомнил про еще такого же известного, талантливого Михаил Тимофеевич Маркелов. Ну, о нем в энциклопедии ничего не сказано, открывал, о его репрессии его. Но поступало нам письмо кандидата наук, которая написала большую статью, собрал материал о нем. Мы использовали этот материал и с комментариями написал свою статью потом.
Но что скажу, талантливый был человек. И что интересно, пел тоже хорошо, голос хороший имел, и как ученый, этнограф. Но, к сожалению, был репрессирован. Вначале в Томск его сослали. Обошлось без пока таких расстрелов. Но потом, когда срок кончился ссылки, его еще отправили. Вот куда, в какое-то место отправили, я не помню, но куда-то севернее или нет, восточнее. Ну, там и расстреляли его. Возраст был 37 лет. Вот такой талант был доцент Московского университета. Только вот это звание, ученое звание, и то о многом говорит, что это был человек для тех времен, образованным, эрудированным. И, к сожалению, вот так вот его и отправили. Сохранились его письма. Вот, у него был в штате художник, который в экспедициях, соответственно, делал рисунки, этнографические рисунки. И вот этот художник, фамилию я не помню, он сохранил все его письма. У них письма, переписка шла. И рисунки сохранились его, к книгам его. Ну вот так, в общих чертах, о Маркелове. Очень жаль, очень печально, что вот такие люди и безвременно уходят. А не помните, как фамилия автора, который написал хорошую статью подробную о нем у вас в газете? К сожалению, не Не помню. помню. Это было много лет назад, да, уже? Да нет, немного лет, год, может быть, Год. 2 всего лишь. Женщина, я только помню, из Удмуртского университета. Удмуртии. А теперь вот что я выяснил о Маркелове. Ну, конечно, написано, что вот он автор книг «Саратовская мордва», «Песни мордвы», «История мордвы», «Брошюру мордва», по башкирам делал исследования. Ну, в целом, по финно-угорским народам он отвечал в Москве за секцию и проводил экспедиции. Ну и написано, конечно, что расстрелян в Томске. Ну, видимо, это как был такой город центровой, а уже расстрелян в одном из окружающих тюрем НКВД, видимо. Это тайна до сих пор засекречена. Это у нас государственная тайна, которую нужно от общества скрывать. По поводу будущего архивного дела. Но это мы попозже вернемся. И вот есть немалая вероятность, по крайней мере в статьях описывают, что обнаружено одно из мест массовых захоронений, в котором приводились в исполнение приговора. Ничего страшного, у нас прямой эфир, и поэтому... Алло. Сейчас. Алло. Отчувал, я не нажал. Алло. Закрою. Ладно, все, поехали. Вот. И около Томска находится тюрьма в месте Колпашево, называется. И там приводили в исполнение в этой тюрьме НКВД приговора, в том числе везли из Томска. Есть вполне возможно, что именно туда для расстрела привезли и Маркелова. Гарантировать нельзя, но никто не может гарантировать, это данные скрыты. Но если допустить, что, возможно, он был расстрелян именно в Колпашево, в тюрьме НКВД Колпашевской, то вот такая информация выяснилась об этом месте захоронения. Оно находится, конечно, в Томской области, и тогда и до сих пор. И тюрьма находилась на крутом склоне Оби. Это и назывался Колпашевский яр, как крутой склон, над которым идет обрыв к реке или к оврагу, но в данном случае к реке. И дело в том, что каждый год Обь весной смывает по где-то примерно 2 метра у берега и уносит вплоть вдоль по всему берегу и в реку эта земля. И поэтому берег постоянно уменьшается. И поэтому несколько десятилетий, вернее, вот в середине 20 века тюрьму уже оттуда перенесли от берега, потому что понимают, что берег уходит, а захоронения там так и остались. И вот в мае 1979 года
Обь опять отмыла часть берегов, и жители Колпашова увидели кости, черепа, останки, фрагменты останков тел, и там, где были черепа, у всех отверстия от выстрелов. И тогда вы вспомнили, что здесь действительно находилась тюрьма НКВД, расстреливали, и мальчики сразу захватили останки, стали бегать по всей территории, пугать людей, что как бы нормально для детей. И эту территорию сразу окружили, сразу была пущена официальная версия, что это дезертиры, тут были расстреляны. Но эту версию везде пускают, и по Саранску показывают, что это дезертиры, и везде у нас, получается, там сотни тысяч дезертиров, в общем. Хотя известно, что дезертиров использовали для строительных работ, их не расстреливали. Их использовали как трудовую силу до изнеможения, и они потом умирали. Но жители даже вот так сказали, какие дезертиры, если там трупы детей, женщин, какие могут быть женщины-дезертиры? То есть эту версию никто не поверил. В течение нескольких дней, это были майские праздники, как бы отмечали, и первый секретарь вот этой Томской области связался с Сусловым, секретарем ЦК КПСС, Андроповым, председателем КГБ, и совместно они приняли вот такое решение, что к берегу подогнали два, или по другим сведениям, один теплоход, как бы буксир, его привязали к берегу как бы спиной, и он включил на всю мощность винты, и в течение нескольких дней смывал все это, размывал берег, и образовался даже клин внутри берега. То есть там, кстати, историки сказали, что на этом захоронении было примерно 4000 расстрелянных, захороненных. И все это кладбище винтами смыли в реку, причем большинство из них винтами перемолотили. Река в нескольких местах была перегорожена катерами, сотрудники НКВД и полиции подхватывали трупы, привязывали куски металлолома из завода, принесенные, и в центре Оби топили. В течение недели потом вдоль берега Оби плавали лодки НКВД, находили трупы, и их или закапывали без отметок, или в центре, привязывая металлолом, топили. А жители смотрели на это все и друг другу говорили, одни говорили, бревна плывут по Оби, другие говорили, нет, это расстрелянные. Еще такие подробности известны, что когда там расстреливали, если действительно там был Маркелов, то процедура расстрела была такая, что там была яма выкопанная вот на берегу, туда спускали человека приговоренного, расстреливали и дырку затыкали пробкой, чтобы было поменьше как бы жидкости вытекало, чтобы было расстрельщику удобнее это производить операцию. Теперь вот что, кто принял это решение, вот такое варварское решение об уничтожении мемориального кладбища, и причем винтами, по сути, размололи их, и кто был вот этот замечательный человек? Это был Егор Кузьмич Лигачев, которого в благодарность за это, за то, что он так поступил и согласовал с Андроповым, Сусловым. Андропова через 2 года назначили первым секретарем ЦК КПСС, и он сразу же через полгода взял Лигачева в Москву. И кем назначил такого благородного человека? Ответственным за кадры в ЦК КПСС, чтобы он по всей стране назначал кадры, потому что он высоких моральных коммунистических убеждений, он этим своим поступком доказал. И вот таких людей за такие заслуги у нас назначали в советское время ответственными за расстановку кадров по стране, потому что они доказали, что они могут сделать все, что нужно, потребуется власти. И раз они готовы сделать такое, то уж, естественно, вопросы, касающиеся экономического распределения ресурсов или внешней политики, уж тем более они будут согласовывать, то есть они проверены временем. А я считаю, вот каждый гражданин должен самостоятельно предлагать кандидатуры на ответственные посты в обществе, иначе мы
не граждане, а просто холопы, которые ждем, когда нам барин поменяется, поставит нам других наместников, а мы скажем «хороший барин» или «плохой барин», но сами так останемся холопами, потому что граждане, они должны сами предлагать, сами популяризировать своих претендентов, отстаивать их, как бы, и потом требовать от них, говорить, что мы же за тебя популяризировали, тебя хвалили, так ты отвечай нашим требованиям, раз тебя назначили на этот ответственный пост. А мы снимаем себе ответственность, это очень выгодно, и поэтому наше общество в этом пребывает. Можно ворчать, можно говорить, какая плохая власть, но я ни при чем, это же не я их назначил. Так ты назначай, ты предлагай. И вот мое назначение такое предложение, что, мне кажется, в Мордовии наилучший человек, с моей точки зрения, который лучше всех может развивать сферу культуры, национальной политики и архивного дела, и которым я лично доверил бы, это Евгений Владимирович Четвергов, и я его попросил неделю назад вкратце рассказать, какие бы идеи вот в этих 3 сферах он мог бы реализовать на практике, если бы ему общество за него его, как сказать, поддержало и поставило на эту позицию. Пожалуйста, Евгений Владимирович, расскажите нам свои идеи. Да, слишком такое высокое доверие быть министром. Ну, допустим, что это случилось. И допустим, что мои лета не те, а чуть-чуть помоложе. Вот. Ну, что бы я стал делать прежде всего? Я бы объединил Министерство культуры и Министерство образования. Что получается? Ведь это практически тоже культура, образование. И не только образование, это основа культуры. Именно с этого Министерства образования начинается культура. Это истоки. Но, к сожалению, сегодня они как-то разделены какой-то стеной. Образование это одно, а культура другая, функции другие. И, кстати, в некоторых республиках, даже в государствах, не попадались такие данные. И есть одно министерство образования и культуры, это одно министерство. А теперь что получается? Культура понятие обширное. Сюда входят и шахматы, и художники, искусство, и театр, и прочее, прочее. Вот, скажем, книгоиздательство, литература, книги. Кто за них, за эту работу отвечает? Минпечати, они говорят, нет. Мы печатаем, ну и распространяем чуть-чуть. А что вести пропаганду книжного дела, читательского вкуса, это, дескать, не наша обязанность. А в Министерство культуры этим занимается? Абсолютно нет. Есть книга или нет, это не касается. Это же культура. Вот потому-то и, мне кажется, надо объединять эти 2 организации в одну. Вот тогда у нас дело пойдет. Ну, в нескольких словах все. Это первая моя идея. Ну, что второе, что мог бы сделать? Сделать культуру свободной, независимой. Вот когда начинаешь рассматривать в таком в историческом плане, то выявляется совсем другое. Вот, скажем, крещение Руси. Пришел Иисус, и миллионы всяких репродукций посвятили этому событию. То есть культура стала служить религии практически. Одновременно я думаю так, что все-таки и живопись, и скульптура должны отражать все эти явления как факты истории. Это никто не отрицает. Но чтобы служить, восхвалять безмерно, вот это-то и опасно. Взять, скажем, советский период, годы гражданской войны. То же самое. Сколько произведений искусства было посвящено Красной Армии. Купание красного коня, скажем, Петрова-Водкина. А другой век, 19 век, скажем, вот это правильно поступили. Чаепитие в мытищах. Всем известная картина Перова. Вот он там как раз не служит, а восстанавливает справедливость. Там упитанный монах или кто-то там из них
а рядом участник войны 12-го года, допустим, без ноги, одноногий, просит милостиню. Этот святой человек махнул рукой и не хочет сдаться даже, то, что он защищал когда-то родину. Ну, другой случай, скажем, испанский художник Веласкес, знаменитый. У него картина, точно не знаю, как называется, но тоже религиозный епископ там, портретная живопись. И там в этом портрете, ну, показана вся такая отрицательная сторона этой организации, этого епископа. Кто он такой? Это тоже протест уже. Не восхваление, не служение, а именно протест. Но таких картин, все-таки таких произведений мало. В основном они все восхваляют. В литературе художественной то же самое. То же самое. «Молодую гвардию» Фадеева как не хвалили? Хвалили, это что лучшее произведение считалось. А оказалось, что нет, это самое слабое произведение. Там единственное, чтобы показать роль партии, правительства, комсомола и прочее, прочее. И вот это вот моя версия такая: освободить культуру от зависимости, делать независимой, чтобы она служила народу, а не определенной кучке власти. Вот. Ну что еще? Третий пункт вот у меня. Профессиональное и народное искусство. Вот как раз мы Рябова говорили, это народное искусство было, народные песни, все народное, все пелось, все восстанавливалось, все реализовывалось именно в народном стиле. И профессиональное искусство. Конечно, это две вещи разные, и не надо пренебрегать профессиональными искусствами, это действительно так. Но что получилось у нас теперь? Ну, с песней, например. Вот помню еще мою молодость и позднее, в годы студенчества, все-таки народное искусство, народные песни были наравне. Они были в почете и слушались они. Скажем, у нас в институте прекрасный был хор, прекрасные солисты были, которых действительно голосом были. Вот. А теперь что получилось? Теперь у нас есть эти звезды так называемые, из фабрики звезд. Они нам поют, а наше дело потреблять то, что они поют. А сами уже петь мы не можем. Все, считай, с песней покончили. А то, что вот я, насколько слышу, поют современные песни, они все без мелодии. А без мелодии нет песни. Это получается простая скороговорка. Тарахтят, и запомнить нельзя их. Ведь еще в мою молодость вышел художественный фильм с какой-то песней, скажем, кубанские казаки знаменитые, какие там песни. Народ распевал эту песню. Так и должно быть. А теперь нет. Теперь постоянно эти звезды, не всегда уж так голосом славящиеся. И вот они день и ночь нам производят, а мы потребляем. Это плохо. И вот, кстати, Владимир Солоухин, писатель известный Владимирский, но его давно уже нет в живых. Я читал его несколько книг и прочитал в том числе и «Камушки на ладони». Вот он рассуждает в романе, по-моему, «Мать и мачеха», запомнилось мне, кто все-таки духовно были богаче? Наши, мы или наши дедушки, прадедушки? Вот он приходит к мысли, что действительно духовно были богаче именно те поколения, которые не знали, что такое радио, телевидение и прочее, прочее. И действительно это так. Могли петь, а теперешний человек петь не может. Ну кто богаче? Конечно, те люди были богаче. Вот, скажем, заодно Мордовскую свадьбу Евсеева. Ведь удивительная эта вещь. Это опера своего рода, свадьба. Она длилась неделю, и практически прозой там не говорили. Все говорили в стихах и песней. Поподробнее вот про свадьбу. Да.
Вот это было действительно народное искусство. И все-таки цель искусства в том и заключается, чтобы народ воспринимал и повторял в какой-то степени вот их произведения. А вот теперь возьмем, что свадьба, что поминки практически одинаково почти. Почти одинаково. Там поют и здесь поют. Разницы нет. Та же бутылка, вторая, бокалы, прочее, прочее. Вот к чему мы подошли. А петь там-то тоже нечего. Если так споют что-то там, старинную песню, это хорошо. А так-то современных песен нет. Вот так вот и живем. Евгений Владимирович, на уточнение. Значит, первый вопрос. Вот вы... Маркелов, кстати, тоже он собирал фольклор финно-угорских народов, и песни в том числе, и часть из них при вот, арестах неоднократных, она была конфисковывалась и сжигалась НКВД, и там часть вот этого собранного фольклора была потеряна. А вот как вы считаете, нужно поддерживать народные песни? Как бы вы поддерживали их? Сейчас про Маркелов тогда несколько слов. Мордовские песни – это, оказывается, эпос Масторава практически. Договоренность была с поэтом, расстрелян был то же самое, Насеткин. Это зять Есенина, сестра была женой, сестра Есенина. Вот. Но, к сожалению, я старался найти где-то какой-то перевод, какие результаты. Не нашел ничего, не нашел. Но я думал, Насеткин все-таки Эльза по национальности, потому что перевод, чтобы не через, а сразу. Но справлялся я. Он уроженец Башкортостана. Нет, там село, нашел село, где он родился, село русское. Но это все тоже трудно сказать. Ну вот такая судьба этого произведения не удалось, к сожалению. Вот. И перевод неизвестен, но такая идея была. Вот такая вот подробность. Жгучая, плохая, но ничего не поделаешь. Это так было. Вот. То есть я правильно понял, что вообще исчезло? Текст исчез? И мне кажется, точно я не помню, вот надо найти в газете тот материал, там подробно все описано. И, кстати, о месте смерти там написано все-таки. Вот и надо посмотреть, где, как, что, чего. Найти. Это не так уж давно было. И я, по-моему, даже название статьи как же назвал, как-то поэтически назвал. Не помню сейчас. А поддержка народных песен? Как бы их поддержать с помощью министерства? Ну, как, да их нет, к сожалению, ведь. Не сохранились, рукопись не сохранилась народных песен. Может, рождать народное творчество? Ну, как министерство, как министерство. Я не знаю, министерство все-таки администрация прежде всего. И цели, прочитал вот вчера в «День правде», проекты Министерства культуры. Ну, там больше касается музыки и всяких строительных дел, эти проекты. Сколько пианино купить и прочее, прочее. Но вот чтобы организации, вот именно, ну, а, кстати, упрекать не стоит. Все-таки Шумрат Мордовия – это там фольклор. Этим занимаются они. Стоит похвалы они. Вот. А так-то активнее надо пропагандировать все. Активнее. Вот. Откроешь газету нашу, «День правды», мы получаем. Там проблемы, вот такие перспективные проблемы как-то не рассматриваются. А фиксируется то, что есть. Где какой фестиваль, где какой концерт, где какие-то успехи и прочее, прочее. Вот это все фиксируется. А перспективное это только то, что вы говорили, да? Перспективное. Но перспективно все-таки действительно не надо забывать это народное искусство, и чтобы народ духовно стал богаче немного. А теперь идет обнищание народа. Вот о чем идет. А вот вы о мордовской свадьбе говорили. А можно поподробнее, что вам кажется наиболее красивым и
тем, что нужно популяризировать и чем можно восхищаться в мордовской свадьбе. Да, но, к сожалению, вот я продолжу чуть-чуть. Мгм. Недоволен тем, что вот за годы советской власти и теперь не разрабатываются такие методические, будем говорить, указания по проведению обрядов. Нет. И вот в том числе свадьба, но свадьба сохранилась все-таки в книгах, все это сохранилось. Но, к сожалению, как теперь проводить в современных условиях эти свадьбы, кто ведущий и прочее, прочее. Можно не Евсеевский, а другой вариант создать. Я, кстати, выходил на эту тему, но, к сожалению, они переписали мне, прислали и все то же самое. А это именно с ведущим все сценарий разработать и сделать. Похоронные обряды, поминальные обряды, все как были с христианских времен, так и остались. Тоже аллилуйя, то ли прочее, прочее. Но это все, уж тем более киргизскому народу, киргизянам это никакого абсолютно отношения не имеет. У них свои обряды были, и они хорошо сохранились в литературе. Спасибо финнам. Они же 12 томов издали фольклора. Это такая глыба, трудно представить. Там перевод, далее разработка шла в течение нескольких лет, чуть ли не десятилетиями вели работу. Но, к сожалению, нет. Вот свою сестру, скажем, мы ездил хоронить, вторую сестру, мать хоронили. Ну, всем это все понятно, это все. Но никаких абсолютно похоронных, поминальных обрядов новых нет. Абсолютно. Все от христианства. То есть вы бы с помощью методических указаний смогли бы вот возродить и как бы в понятной форме объяснить, и чтобы, чтобы люди имели возможность выбора между разными вариантами обрядов, правильно. Да? Ведь при Министерстве культуры, насколько знаю, есть творческий дом народного творчества. Вот как мне представляется, это вот их святая обязанность составить такие сценарии. Не методики, а сценарии. Это же не так, но все-таки привлечь ученых и составить. И все было бы хорошо. А то как бы, я не знаю, я не дружу с христианством, православием, и мне все это кажется дико оторвано от жизни. А все должно быть. Обряды сохранить хорошо, я помню их даже. Вот где-то у Хейки Паусонена, финны, они долго работали, много работали. Им за это надо был памятник. И предлагали, кстати, Министерству культуры, этому институту, гуманитарному институту предлагали поставить памятник Хейки Паусонену. Но они тут же, конечно, отписка, это не положено, и 5-е, 10-е. А стоило бы, потому что он создал столько всего. И он не один, у него были помощники, грамотные рязяне, которые собирали материал, и вот ему присылали, и потом финны обрабатывали. Вот такая вещь. Продолжаем. Я вас прервал. Какой следующий пункт? Следующий пункт, это, мне кажется, уже мелодия, скороговорку. Да, язык. И потом про одежду. Про одежду. Тоже национальную. Да. Может быть, несколько слов. Да, ну и несколько слов. Что знаю? Язык – это основа основ любой культуры. Я все говорю, даже симфоническую музыку не напишешь без языка. Обязательно. Знаменитая лунная соната Бетховена имеет чисто литературное повторение на основе. Вот, написал. Так что без языка немыслим любая культура. Народ, да, культура – это народ, это язык, это однозначно. Но как относится у нас и какая политика, крутая политика взята на искоренение, на удаление этих языков, мне это непонятно. В чем она заключается? Ну, заключается в чем? Понятно, в школах практически закрыли. И все. А дальше что ждать? Вот говорят, в семье-то семье, но
Без государства это сложно. Вы- Это невозможно. Когда вы говорите «закрыли», вы имеете в виду с обязательного обучения, да? Ставили на факультативное. Да, но это, считай, закрыли. Это не в прямом смысле. Это можно все сделать. В И мат- неделю 1 час дали. И так, математику можно и английский язык на факультативный, и люди тоже это не будут обучать. Вот именно. Можно спекулировать по-разному. Вот как они теперь отвечают, эти образование, отдел образования, Министерство образования. Музейчик создадут, или полотенце, или рубашку рязанскую повесят, и они говорят, извините, мы ведем работу. То же самое с уроками. 1 час в неделю. 1 час в неделю. Я как-то подсчитывал, то ли 2%, или то 3% всего лишь от всех уроков. Ну, они тоже скажут, мы же ведем, вот, пожалуйста, в 1 час в неделю. Это практически уже все, это веревка на шее, больше ничего. Вот, поэтому и мне непонятно, ведь язык, знание еще одного языка – это культура, это кругозор человека, это духовный мир человека. Но почему не хотят они второй язык иметь? Мне непонятно. И вот при такой политике, как сейчас, как вам кажется, через сколько десятилетий носителей языка практически не будет? Как вам кажется? Вопрос совсем не совсем, Корректный? нет, не только корректный, а чуть-чуть этот вопрос надо рассматривать по-другому. Личность и этнос – 2 вещи разные. Личность, отдельные представители, я думаю, еще лет 70 будут говорить. Будут. Но там уже не с кем будет говорить. Человек знает, а общаться не с кем. А как этнос, это я помню, в Финляндии выступал на эту же тему, а этнос вымирает значительно раньше. Практически мы говорим народ, но народ это уже мертвый народ. Мертвый, пусть там тысячи есть, единиц личностей, но фактически как этнос с признаками, которые должны существовать у этого народа, их нет уже. И нет уже давно, начиная до революции, наверное, когда письма солдаты писали не на родном языке. Письма. И в Самаре я был лет 20 тому назад, там радио 7 было, у них радиостанция была, которая вещала на нескольких языках, в том числе на рязанском. Вот директор этой станции, радиостанции, выступал тогда, я помню до сих пор. Если народ не читает на родном языке, значит, это уже не народ, это мертвый народ. Ну, теперь вообще никто ничего не читает. Русские, и узбеки, и прочие, прочие. Значит, все они не народы. Нет, это народы же, это народы. А вот у нас вот такое положение. Положение незавидное. Незавидное. А вот когда вы говорите народ и язык, вы, наверное, имеете в виду ирзянский и народ ирзянский. Но вот была такая концепция, которую общество не поддержало, как идея единого мордовского языка. И аргументация там была такая, что 85% по, как сказать, расчетам тех, кто это считали это правильной идеей, между макшанским и рязанским языком похоже. Потом вот такие лингвистические конструкции, они тоже общие. Но на это можно противоположный аргумент привести, что у русского и украинского языка тоже очень много но это не значит, что нужно соединить в один язык. То есть, если есть люди, которые нуждаются в украинском языке, их не убедят такие аргументы, что 85% схожи с русским языком. Но еще такой аргумент предъявляется, что если бы это произошло, тогда был бы большой эффект такой общественно-политический. Было бы вот за счет этого сплочения люди, как сказать, силы в обществе, они мобилизовались бы, и приводится пример, что в Эстонии, вот с их точки зрения, мне приходится доверять, 2 тоже языка общие, но они соединились в единый, и это помогло создать сильную государственность. И Эстония, она
самостоятельна, и уже никто не претендует на ее территориальную целостность. У нее есть все политические, все полномочия, они самостоятельное государство, но в том числе за счет того, что два этноса, два языка смирили свою частично гордыню, объединились, создали единые учебники, а уже каждый в своих семьях может соблюдать свои диалекты. Но вот в целом они живут в мире. Может быть, в этом тоже есть хорошие стороны, что вот общественное согласие за счет того, что люди в чем-то друг с другом соединяются. Да. Но помягче отвечайте. Помягче. Да. Нет, они не объединили языки. Не объединили, эту тему Нет. отложили. Вот как же называется южный народ известный, вылетел из головы. У них свой язык, все-таки, да, и свое общество, но они эстонцы, все равно они эстонцы. И, естественно, понимают друг друга, все нормально у них. Никаких у них претензий нет к центральной власти. Вот что касается единого языка, ЕМЯ, большинство выступили против. И я в том числе, но я-то не филолог. Но ваша идея победила, и его не стали соединять. Это невозможно, это невозможно. Но Дмитрий Васильевич Цыганкин, это авторитет, понятно, он выступал, он писал, что это невозможно. Язык ведь это не только близость лексики. Там много-много таких, там и фонетика, там и синтаксис другой, и то, и все, и прочее, прочее. Поэтому не так-то все просто. А Михаил Васильевич Мосин, тоже лингвист, доктор наук, и человек тоже этому, как и вы, посвятивший свою жизнь, конечно, у вас есть разногласия, как у всех умных людей, а он считает, что это правильная была идея, и как сожалеет, что ее не поддержали, а он один не может ее продвигать. Ну, дело такое, что верить Мокшиным ни в коем случае нельзя. Это власть, они служители власти, поэтому они говорят то, что скажут оттуда. Но это вы... А давайте посчитаем, что это их точка зрения. Они считают, что так будет лучше для общества. И что для усиления разных слоев общества... Давайте вот так вот аргументировать, а не то, что просто нельзя им доверять. Какие аргументы у вас в том, что это будет хуже от этого, чем пусть остаются два языка отдельно? Во-первых, базой можно было бы взять эрзянский язык, потому что это все-таки есть. Но тут возникает противоречие. Макшане ни в коем случае не согласны. Это надо было взять в основу эрзянский язык, взять часть то, что имеется в макшанском языке, и сделать такой один единый язык. Это да. А просто так объединять невозможно. Это и филологи говорят. Вот если только так, с некоторыми поправками макшанского языка, ввести туда часть, вот это было бы дело другое. Но они не очень ревниво к этому относятся, что свой язык терять не хотят. Что один язык, чтобы было. Нет, невозможно это. И вред нанесли этим уже огромный. Какой? Ну какой? Теряли веру, некоторые попадали вот на эту точку зрения, что вот единый язык нас спасет. Вот. Теряли веру. Поэтому, и кроме того, времени сколько отняли, проводили всякие совещания и съезды, чтобы так перейти на этот единый мордовский народ. Вот. Нет, не получилось. Но я думаю, если бы они хотели вреда народу и исполняли просто бездумно волю сверху, то они бы реализовали этот проект, а понимая, что вот, как сказать, те, кто его инициаторы, поняли, что поддержки не имеют, несмотря на то, что они, как лингвисты, считали, что это правильная позиция, говорят о том, что все-таки это были, получается, искренняя позиция, которая не поддержана, и поэтому она перестала, как сказать, агитироваться. Ну, ладно, бог с ним, вы свою точку зрения сказали, а вот как вы считаете, в чем красота и ценность мордовской одежды? Так я не специалист этой области. Но вообще, стоит ли ее в фестивалях ее модные показы и так далее? Лет 10 тому назад я был, там точно сказано,
на Генеральной Ассамблее Организации непредставленных народов мира. Это была такая международная идея создать, кроме ООН, Организации Объединенных Наций, параллельно вот такой ОНН, Организация непредставленных народов мира. Объясняли они тем, что все-таки там государства, но не народы, а интересы государства и народов нередко не совпадают. Вот. Но, к сожалению, из этой идеи не получилось, не реализовали, хотя часть мероприятий в мире они все-таки провели, осуществили. Скажем, в Индонезии вот выскочил опять народ, который боролся с индонезийскими властями, воевали, они все-таки помогли и сделали самостоятельное государство. Это результат Организации непредставленных народов мира. Что я хочу сказать? Там было представлено около 50 или более 50 народов мира. С Африки, Австралии, с Америки, с Южной, много было. И в перерывах вечерами концерты давали. Каждый народ, как, что, чего. Так что я насмотрелся на одежду многих народов. И вот что удивительно, могу похвалиться, вот